Привет, хлопцы, Гостра школа. Сегодня доехал на заточку ножичок ставка CPM 110V 64 единиц по Rockwell, сведение 0,2, здесь на носику уже 0,1, деликатное сведение. Какой хочу? О, удобно держится. На ручке кость жирафы. Здесь такой-то ящер. Завтра провяжу такой спарринг-тест. Сведение так как 0,2 буду формировать подводы каким-то алмазом 50 на 40 увидим. Но потом сделаем борьбу. Vystavil na Neva Golken 220. Hindostan so slúrom 1000 Sigma. Dalmor na Neva 1000. Tsushima на Neva 2000. Напив твердый Лин 5000. И здесь едва ли напив твердый и твердый. Потому что у меня в голове и в глазах еще, как говорится, живые образы того, что я видел после работы Скрипалей. Будет очень интересно посмотреть, как работают вот эти камни. Такой бы был базовый алгоритм. Можно здесь применить Татику или Чарлика, но или потом после Росутец, но меня интересует вот это, как будет работать до финишу, до финишной фазы. Что там я увижу на РК и так дальше, и так дальше. Сравню, сделаю, ну, если будет интересно, будет интересно, сделаю видео, а не такое уже длинное, только основную суть, и что я вижу под микроскопом. Всем пока. Привет, хлопцы, Гостра школа, вітаю. Я уже не мог выдержать. Сказал, что завтра заточу клинок из стали CPM 110V 64 единиц по Rockwell. А уже так вышло, что заточу сегодня. Я подумал, чем буду формировать основные подводы. Здесь сведение 0,2, здесь уже 0,1. Собрал я полтавские бруски, алмазы на органической связке Expert Pro. Сначала буду работать 40 на 28. У меня они уже столько времени, что я понимаю, как они работают и по каких сталках. Поздравляю. Приветствую тоже тебя, Алгимантас. Буду затачивать на 18 градусов на сторону. Мне надо очень деликатная работа. Не разбить режущую кромку. В предыдущем я уже сказал, какой я выставил базовый алгоритм. Сегодня будет такой спарринг между Скрипальми и 18 градусов. 18 градусов. Время от времени надо откалибровать каждый станок, чтобы точно все для заточки было. Так как я говорил, не буду удлиняться сегодня во видеах. Буду говорить, какая работа каждого камня. Покажем себе рез на бумажке, как показатель вибрации и хорошего убратия заусенца. Я вот эти камушки использую с маслом. Здесь у меня нортоновское масло. Прям применял я тоже Johnson's Baby. Что под рукой то? Масло. Очень деликатная работа. Формирование основного подвода. Основной линки.
Stačí si narýzať основную риску. Потом буду работать камушком 60-50, эксперт Poltava Diamond. Slyšíte, absolútne neagresívny. Kamušek, no, neagresívny. Его преимущество в том, что связка быстро обновляется, алмазики vypadývajú, katajú по режущей кромке и по агрессивному работают. Долго я уже не работал с экспертами, потому я хочу так сделать. Уже 60-50, 18 градусов, бруски отличные, откалиброванные. Одинакая высота. Идем дальше. Ну и так буду формировать подводы. Ну, картина повторяется, так как в предыдущем. Здесь уже появился заусенец, здесь в том участку, здесь в том участку. Ну, потому я подвигну угол. Отлично работают эти бруски на таких пересушенных ставках. Ну, 64 единиц еще не так пересушено, но работают очень быстро. Подвиг угол о полградуса на 18,5. Это просто другая работа, как с алмазом на связке MS1 или BPNU5. Здесь постоянно обдавливается связка. Когда вы думали, что брусок не работает, потому что он мягкий, это не так. Постоянно вылетают и обновляются алмазики. Напротив тому, на металлической связке держать крепче. Но здесь мне помогает и связка, которая... Да. Здесь уже заусенец. Пройду 2 раза и опять подвигну угол. Само собой, вот эти бруски надо время от времени взбадривать. Они быстрее снашиваются. Но здесь уже игла, здесь, а здесь только 2 сантиметрика. Подвигну угол на 19 градусов. Привет, хлопцы. Окончил я формирование основных подводов с камушком Expert Pro Diamond Poltava 6350. Прошло 15 минуточек. Поднимал угол постепенно поднимал угол по полградуса с 18 на 19,5. Вот такой деликатный заусенец и деликатный узункий подводик. Потому что здесь сведение было такое 0,1, 0,2. Появилась заусенец на угле 19,5 градуса. Что я теперь сделаю? Ja вернусь на угол 18 градусов, но уже с камнем Expert Diamond 40 на 28. Если вы это представите, что творится прямо сейчас на РК, у меня есть поцарапанный материал и игла навернута на угле 19,5 градуса.
s bruskom 63,50. Taký je povreždenia, 63 mikrón tam. Сейчас я вернусь на 18 градусов. Staču, abrižu, staču zausenec. I na našu risky, už moje risky na RK, что здесь цепляю. Как это было можно? Как это было можно? Надо чуть-чуть, само собой, я сейчас чуть-чуть снял материал. Срежу шикранки, чуть-чуть, вот так. В процессе работы остановлю 18 градусов. Еще чуть-чуть цепляю, надо еще перезажать. Так, что хотел поговорить. И сейчас я сформирую и наношу риски, которые будут иметь 40 микронов. Это будет другая работа. Я знал, что не буду уже променять карбид кремя 220. Не нужно. Он грубый и агрессивный. Я уже то, что хотел, уже и сделал. Перезажу клинок и буду продолжать. Ну, перезажал. Чуть-чуть. Клинок натянул на себя. Эта фаза ничего не страшного. Потому что происходит грубая обдирка. Выставил угол 18 градусов. Заусенец у меня здесь, на этой стороне. И сформирую верх подвода. Визуально. Не спешу. Это сейчас очень дорогая сталь. CPM 110V. Мой друг его заказал во Франции. Незакаленная пластина на вот этот нож. Но вышел чуть-чуть еще один маленький. С доставкой это было 180 евро. Незакаленная пластина вот этой стали. Потому я очень аккуратно работаю. Но не потому. Я так работаю. Уважаю каждый клинок, каждый ножик. Носят тоже дедушки моей деревни. Старые ножички, которые разделяют барашки. Как говорится, вот такие бичаки, которые имеют они 70 лет. Это как их кусочек тела. Но я уже вышел на заусенец и буду продолжать. Привет. Так, основное формирование фарбоза. Закончил. Заусенец. Очень деликатный заусенец по бруску 40 на 28. Здесь, на вот этой стороне. Послушайте. Здесь заусенец. Его видно. Так, попадаю в экран. Тут. Но при том, заусенец повернутый. Но послушайте, как он режет салфетку, бумажку. Чисто, быстро. Слышите? Вот это ложный рез. Потому я вам показываю и уделяйте внимание, какой звук бумажки, как она вибрирует и какой звук. Что буду сейчас применять? Самочен. Hindustan. Я уже с ним работал. Хочу наводить на него шероховатость, чтобы могло зацепить зернышко с карбиду кремня 1000. 1000 здесь почти как FEPA 600. Здесь у меня природник, песчаник. Да, очень шероховатый. Сейчас беру тысячник, сигма.
чуть-чуть подсыхнет суспензия. Чуть-чуть еще добавлю. Заусенец у меня здесь. И буду работать. Сейчас я его применяю так, как я применял терракоту со суспензиями. Хочу сравнить, какую работу дает Индостан. Похожий на терракоту. Ну, само собой, терракота. Там и другие минералы, не только песковый кварц. Так, Sigma 1000. Вот столько суспензий. Vystavil такой подобный алгоритмус Каменцев, как на Скрипалях, чтобы мог сравнить песчаник с песчаником. 18 градусов. Суспензию даю похоже. Что могу чувствовать? Терракота работает по-другому. Но Индостан работает агрессивнее. Абсолютно не скользит. Послушайте. Вижу, как очищает риски. Пройду еще один раз и добавлю суспензии. Добавлю. Смогу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Цикнет. Вот это уберу. Посмотрю, или я уже вот этими двумя переходами срезал заусенец. Или потяну. Еще маленький заусенец чувствую. Работает, как бы я сказал, терракота намного более вибрует поставы. Индостан работает так терпко. И другая структура. Он работает прекрасно. Да. Прекрасно зачистил все риски. А работа на алмазах была очень деликатна. Подсыхает камушек, чуть-чуть добавлю водички. Финишные рухи, ну финишные. Так, чтобы было корректно, как к спаррингу. И посмотрю в лупу и скажу вам, что вижу. Что вижу глазами. Риски отработаны. Я вижу. Так. Не вижу никаких больших рисок. Результат работы камушка. Где я? Да, тут я. Что вижу? Все риски более-менее зачищены после алмаза. Где тут появляется очень глубокая риска, которая идет на РК. Ой, другая, третья. 4 глубокие риски. Был там какой-то алмаз. Смогу сказать, что Янде Даймонд работал чище. Но никаких больших выкрашений на режущей кромке я не вижу.
Прежде всего, мне там ничего не блестит. Да. Уже наверху под водой появился чуть-чуть пескострой. Да. Рез будет такой, как по песчанику. Беру оптический папирок. Слышите, как бьют риски вот этот папирок? Те глубокие риски. Я их чувствую. Качество алмазов очень важное. Рез такой. Терпкий, нехороший. Наступает Далмор. Само собой, сейчас я работал алмазами и карбидом кремня. Чуть-чуть песчаник. Основную работу на режущей кромке и подводах сделают. Снова песчаник и уже это очень важное. Оксид алюминия. На гурки налива. Так, продолжаем. Здесь у Далмор. 1000 слот налива. Как попадаю в экран. Попадаю. Ну, это будет основная зачистка режущей кромки. Так. 18 градусов есть. Первичный звук. Структура по-другому, как на Хиндустану. Не скользит. Поставьте. Матует. Подвод. Зачищает все. Вижу. Suspenzia z tysičníka za úsilne neplaťanú. U mňa ďalšie cucima so slúrom. Uvidíš, keď ja budu использовať na Dalmore 2000 slúr. Или будет хватит. Прекрасно. Водичку не пил. Скрипали били под дверже. Само собой скрипал и Dalmor. Это разные камни. Уже работа пошла. Огромная. Смотрите. Суспензия потемнела. Смотрю лупу, скажу. Что ты глубокие риски? Угу. Я их чуть-чуть убрал, но еще их вижу. С тем я уже ничего не наделаю, но на режущую кромку уже не выходят. Там я все почистил. Режущая кромка зубаста. Там такие водочки. Рез будет чуть-чуть иной.
Už je čučuť bystrý. Popróbujú. Vybrujete. Ještě nie to. To, što bylo posle. Skripali. Už pišťaníky nebudú использовать. Mne надо что-то потверже. No je to taký sparing. Ja si čas dajú сделаю вот так. Очищу. Далмор. Сделаю чистым камушком. И потом, и сейчас пойдет цуцима. Я постоянно очищаю матрицу на режущей кромке. Я знаю, что когда by сейчас наступил длинный вал, напил твердый и поработал на суспензии, там бы было все по-другому. Ну, это такая экспериментальная работа вот здесь. И что зрезал? Далмор на сухую. Лучше. Намного лучше. Да, наступит цуцима и слур 2000. Так, приготовлена цуцима и слур на Нева 2000. Подсыхает чуть-чуть суспензия. Вот так это только суспензия дал. Прекрасно она держит наверху. Я уже знаю, почему вот так происходит. Это один был песчаник, другой песчаник. Скрипали, это их состав по-другому. Там больше приятного глинозема, каких-то иных минералов. Я сейчас работаю с иным видом. Камушка. Цуцима так. Это уже хорошо, работает, не скользит. Осталька. Работаю чуть-чуть выше. Или мне удалиться, зачистить те глубокие риски. 3-4 я там видел. Работает. Подсыхает. Делаю видео в реальном часе, как я это все делаю, чтобы не было никаких претензий. Или я здесь работал дольше, или кратче. Очищу и последнее движение. Вот цуцима татуф вулканический. А сейчас я приготавливаю режущую кромку на работу сланцев. Это очень важно. Сланцы. Другие камни как скрипали, потому я знаю, что песчаники не проблем сейчас. Что сланцы там такое натворят на режущей кромке, такой агрессивный рез. Ну, скажу, что вижу. Здесь мне, здесь скола, мне выпад материал, там кончит глубокая риска.
Yes. Начинается пескострой, а раз еще не будет хороший, не будет агрессивный. Уже не так вибрует. Но уже улучшился. No jeszcze nie. Еще нет. No, наступает. Я выбрал напил мягкий лимелин, напил твердый лимелин на Сибирию твердый. И суспензия 5000. Продолжаем. Здесь hardový limelin, naňos šerchovatosť 1200 galvaníkov. Суспензия с наневи 5000. Но если меня сейчас не спасет, буду работать сейчас с повышением на 18,1. Не скользит. Я ту работу, которую видел на Скрипалях, когда я очищал режущую кромку, до сейчас на песчаниках не видел. Вы сами видели, что уже после второго Скрипаля терракоты и после хамона, какой был рез. У меня рез постоянно круглый. Я думаю, что бы сланцы могли с этим прекрасно справиться сейчас. Ну и прежде всего электроинвал. Но что важно, в брусках, я не знаю, или это было в бруске 40×28 или на бруске 60×50, bylo одно-две такие крупные зерничка, которые мне сделали очень глубокие риски. %95 размер риски был такой, ну и 4-5 огромных рисов, которые били на режущую кромку. И то большой проблем. Потому это очень важно, качество алмазов в бруску. Их размер. Когда мы делали фотографию с Браниславом, и он использовал и Matrix, и Enderezin, najlepšia kartina risky byla Enderezin Diamond. Iné bruskymi алмазные не фотографор не фатили. No. Это очень важно, что я сейчас увижу. Сейчас увижу. No, slanec меня спас. И подвигнула. Но надо чем-то стабилизовать режущую кромку. Риски убраты. Подвиг угла, это было правильное решение.
Прекрасná работала суспензия. No еще режущая кромка такая bodka. Nepričesaná, nesarmovaná, neutlačená. Да. Слышите? Рез стал намного лучшим. Однородным и лучшим. Появилось какое-то зеркало. 100% наступит линейный вал, чтобы я утлачил режущую кромку. Она такая, ну знаете, как рассыпанная крупица. Надо, чтобы я ее сделал плотно. Что беру и как буду работать. Здесь напил твердый идвал. Здесь слурс твердого идвала. Здесь галваника 1200. Чуть-чуть jemnučko naложу šerchovatosti. Olivkové maslo z kameliu. Naложу čуть-čуть suspenzii. No a teraz сейчас не видно. Osemnáct 1 gradus. Je akurátna robota. Да. Еще. Работа уже появилась, я где-то вижу на подводах. Но здесь уж что-то буду очищать. Постоянно я работал с суспензиями и с природниками. Да, появилась работа. Покажу вам на салфетке. Уже иначе mu vybruje kamošek, vydlaživá je, utiská je, režeš kromku. Да, уже появилась работа. Запустился камушек. Уберу суспензию. Вот такая работа. Кромковые движения. Все очищать на режущей кромке. Все масса. Ну и финишные рухи буду делать твердым. Линейным валчиком. Это очень важно, как долго работать на природниках. Tam ja nepererývajú video, чтобы вы видели, сколько я работаю. Так. Так, работа появилась, суспензия чуть-чуть есть. Очищу. No, очищу, посмотрю. Или я не потяну заусенец на режущую кромку. No, прежде всего проверю. Ну, что я сделал? Все хорошо.
Резубастый. Смотрю лупу. Расскажу. Но. Несколько крат вы видели. Так, как работает идвал, так не работает никакой камушек. Просто король. Полный пескострой. Возьму сейчас твердый идвал и сделаю финиш. Рез очень терпкий. No, jedu do finišu. Здесь твердый идвал, свеже притерт на песчанику, на рассудце. Ничего не буду добавлять. Никаких суспензий, никаких шероховатостей. Просто последних 18,1. Последнее движение. О, какой терпкий. Чувствую, что он зарезался до сталки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Финиш. No, после надпил твердого идвалка со суспензией было чуть-чуть зеркало. Сейчас абсолютно нет. No. Оптический папирок. Надо чуть-чуть придавить. No, чуть-чуть придавить. Рез хрустящий. Очень агрессивный. Ну что могу сказать после этого раунда? Здесь нет такая острота, как было по вылетают мне махре. Этого не было после Скрипалей. Посмотрю, что там буду видеть. Шикарно, все равно. Но у меня есть еще такая думка. Возьму рассудец. Подвигну угол на 18 градуса. И сделаю финиш. Где у меня рассудец? Черный форест. Скажу так. Раз здесь рассудец голубой. Раз после Скрипалей был иной. Работают камушки по-другому. Чище. Что я здесь поменял? Масло. Возьму 18,2. Или была проблема те алмазы агрессивные. Но я не так думаю. Просто результат на Скрипалях и на ставке К390 и С90 был похож один к одному. Здесь ставка подобная ставке К390.
No. Už to slučila s rezom. No da. Rozsúďte spas mňa. Rozsúďte spas mňa. Rez очень гладкий, агрессивный. Да. Что здесь я цепляю? Да. Сейчас уже мне рез нравится. Нравится. Pišťaníky nerabotajú na tej stávke tak na 100%. Ja by ščítal, že skrípali более универсальнее. Где у меня сигаретная бумажка? Он сказал, что не будет длинное видео. Но хочу показать, как я работаю. Канцелярная бумажка. Так, еще посмотрю лупу. Я думаю, что Росутец улучшил. Вижу, что улучшил рез. Да. Абсолютно стабилизовал режущую кромку. No, ty глубокие риски там. Чуть-чуть я их убрал, но здесь она. Сверху вниз. Кончит на режущей кромке. Одна такая. Вторую не вижу. Одна очень глубокая. Там будет сталка выкрашиваться. Но, что могу сказать? Работа на скрипалях была для меня комфортная. Хорошо они работали со всякими суспензиями. Hindustan и Dalmor, сами вы видели, какой был рез. И еще после Цусими, какой был рез. Спасли меня только сланцы. И на финиш очень плотный и твердый песчаный Росутец. Всем пока. Берегите себя. Ну, еще привет. Что могу сказать? Рез такой. Очень агрессивный. Очень. Это будет для работы по мясу. Но могу за себя сказать. Что могу за себя сказать? Стресс агрессивный. Я не на 100% спокоен. Ну, приедет владелец, мой друг хороший, уже делал. Посмотрим вместе раз. Никаких проблем. Вернуться пару шагов назад и переточить. Я привык на иной раз. Оптический папирок прекрасно держит. Ну что здесь? Используем. Формирование подводов. Expert Pro 6350 Diamond 40×28, потом Hindustan, Slur на 1000 Sigma, Dalmor 1000 Naniva,
Что это? Цуцима 2000, Melinlin 5000, здесь Идвали, напив твердый финиш росутец. Это все. Пока. Ну еще сниму на микроскоп. Здесь эти большие риски. No, это такой предпотопный старый микроскоп. Ну, как дела? Дай увеличение. Здесь эти глубокие риски. Здесь. Фу. Но, скажу так, затупим нож в работе и переточу. Привет, хлопцы, Гостра школа. Мне это, как говорится, не дá спать. Я связался с моим хорошим другом, владельцем этого клинка. Он уже делал. Он тоже проводит какие-то тесты. Просто ножик как режущий инструмент. Имеем соглашение проводить тесты. Здесь смрек трехлетний, и здесь я вот с этого букового трехлетнего дерева отрубил кусочек. У меня очень, вы знаете, ставка 110 V. Это какой хруст есть. Как она будет себе ведется. Без такой терпкий. Но само собой, фазетка здесь очень тонкая. Рез блестящий, хрустящий. Nesse sa mi káva. No. Какие рез? Гладкий. Ну что? Оптический папирок.
5 to prst. Optický papírok režet. Čuť očisťu od smoly. A ja už dlho nerobotal za to stávkou. 2 года назад. Никаких vykrašení. Попробуем вот эту бумажку. Что-то здесь по-другому. Очень агрессивный. Но иду на буковую ветку. Если не получится, не чувствую никаких украшений. Переточу, но я думаю, что звонит сталька. No, nožík толстý. To nie po derevu, rezba. Budú dávať také jamky. Geometria klinka grubovatá. Посмотрим. Ještě po této letku. Я думаю, что хватит. Если рез не изменится на оптическом папирку, так заточка может быть. Очищу. No, само собой, вот эта ставка пишут, что очень тяжело затачивается. Но удалось природниками со суспензиями. Как резал, так режет. Как и резал, так и режет. Звонит. Угу. Как резал, так режет. Чисто. Очень чисто. Ну, ничего не чувствую. Очень интересная сталька. Нет у нее бритвенной остроты. Но, смотрите. Клинок широкий, почти 4 мм. Не давлю. Как резал, так режет. Как я говорил, что здесь нужный некий ящер, это рая. Ну, это уже все, проверка. И на дереве, ну, небольшая. 50 резов было, я думаю, что рез очень чистый. Заточка хорошая. Сталка тоже.